Вот, Вера Павловна, вы рассказали мне в прошлый раз историю вашей внучки. Мне хотелось бы еще уточнить некоторые детали, как она заболела, как это попала. Расскажите, пожалуйста, Сабрина. В сентябре 2015 года она пошла в школу, как обычно. Все было нормально. Вот. Потом она стала приходить со школы, у нее испортился почерк. Она стала крупно писать. Ну, мы стали заниматься, она так низко стала наклоняться. Сабрину спрашиваем, что с тобой-то? Она ничего не говорила. Потом мы ее, конечно, ругали, пиши красиво, все. Потом стали замечать, вот, что у нее что-то с глазками. И мы ее отвели, ей сделали кардиограмму, вот, не кардиограмму, МРТ, это головы. Вот. Это где? Это, знаете, в этом медика, я не знаю, как название. Это не Нуравзо? Нет, это не в Нуравзо. До Нуравзо. До Нуравзо, да. Это, я потом документы подниму. Вот. Ну, там у нее какие-то отклонения были, вот, назначили там лечение, но потом, через какое-то время, она сказала, что в школе они играли, и мальчик ее, играли, Потапнули. и он ее немножко стулом ударил в висок. Вот. Но это, говорит, уже давно было. Потом у нее стала ручка, ослабла ручка одна, вот такая вот стала. Да, и буквально на второй или на третий день, уже в ноябре, мы ее собрали в школу, а они же там, у папы жили, а она ко мне приходила, я тут. Я ее в школу собирала, там все. Она пришла, и у нее отнялась ножка, и она упала. И все, она после этого не встала. Мы ее отвезли в Нуравзо, ей сделали МРТ спинного мозга, МРТ спины все, и поставили диагноз астроцитома. А это что означает? Астроцитома – это рак спинного мозга. Ну, дочка сразу в Карабалу обратилась, там, по-моему, врач Бободжонов. Все они смотрели снимок, и все непосредственно подтверждали этот диагноз. То есть консилиум этих врачей подтвердил? Не консилиум, мы отдельно к Бободжонову, потом к невропатолог в 11 корпусе, я просто фамилию не помню. Вот, мы там показали это все. Они все говорили, что ей нужна операция в России. Вот, соответственно, мы сразу через интернет вышли и в Германию, и в Индию, и в Россию, везде. Но это были огромные деньги, где-то до 60 тысяч долларов, да. Вот. И нам сказали, что при раковой болезни нельзя делать витамины, потому что там... Антибиотики, да? Да, нельзя, только успокаивающие, даже врач назначил. И мы кинулись в поисках денег для операции поехать в Россию. Вот. А, соответственно, время шло, мы ее не лечили, и потом уже мы заложили дом в банке, и на эти деньги поехали в Россию. Мы по интернету связались с больницей с одной, профессор Кушель. Вот он посмотрел, мы переслали через интернет эти документы, все, снимок, и он нам сказал, я не вижу у нее это рак. И зять поехал, зять и старшая внучка, они ее повезли в Москву. Там ее тоже продиагностировали, у нас вот все квитанции, сколько мы платили, там все. А там много денег платили, да? Конечно, одно МРТ нам 41 тысяча.
40 рублей. рублей. Вот. Да. За каждый анализ 2200, 2700. Вот такие мы платили деньги. Плюс на квартире жили. И жили они не в самой Москве. А в Подмосковье. Да, и они, представьте, ездили и возили на Да, такси. это Какие расходы это были, да. И когда ей сделали там МРТ, ей исключили полностью рак спинного мозга, ей поставили диагноз нейрооптикомиелит. И эта болезнь, как врач сказала, она лечится сразу. А мы полгода ее запустили, так как мы искали деньги на операцию, а получилось вот так. То есть вы верили тому, что сказали здесь, в Карабале? Ну, Равзо, да, ну, правильно, мы врачам же поверили. Вот. Потом в Москве нам нужно было ее класть в больницу, это где-то нужно было около 2 миллионов рублей. На операцию? Не на операцию, а на лечение. Это болезнь, операцию не делается. Не подлежит. Да, это болезнь Девика, и она очень трудно подается и даже неизлечима. Очень редкая болезнь, говорят. Редко. У нас в Душанбе только вот она одна. Может быть, в республике даже одна. Да. Ну, потому что мы лежали в Карабалу, в Стеклуле, никого таких детей. Вот поэтому, наверное, эти врачи не знают, не видели. Потом, да, потом, знаете как, я обратилась в Минздрав. Они приезжали двое, мужчина и женщина, они расследование провели. Ну, я обратилась в смысле с жалобой на Нуравзо. Они расследование провели, ходили к врачам, и уже врач один поставил ей уже не нейрооптикомиелит, а другую болезнь, ну, похоже с этим, тоже под вопросом. Вот. И они с Минздрава приехали и сказали, там в Москве нам открыли карточку, все в больницу, и написали за 1 месяц 232,5 тысячи рублями нужно на лечение. Только на 1 месяц, а ей минимум полгода надо было там. Ну, конечно, у нас таких денег не было, мы вернулись. Но они нам расписали на 1,5 года лекарства. Вот, например, в январе такое-то, вот полностью все. Вот. И там было одно лекарство Октагам. Когда здесь врачи, мы ее положили в Карабалу, врач одна посмотрела, она, когда по граммам посчитали, что ей столько нужно вот в месяц граммов, это получилось 16 флаконов, 1 флакон стоит 840 самани, это в Санта-Русе. Вот. Ну, конечно, мы обратились везде. О Зуде мы 4 письма написали. По-моему, 1 только письмо дошло. Но потом на аппарат президента сколько писали. Но они все направляли в Минздрав, чтобы Минздрав разобрался. Но Минздрав нам предложил 1 раз, вот этот Октагам они изготовят здесь в лабораторных условиях. То есть люди вот сдают кровь, но мы на это не согласились, потому что, понимаете, это мы с Австрии лекарства присылают, это уже оно упакованное, все. Мы не доверились, потому что сейчас кровь, знаете, кто только не сдает. 1 раз уже поверили в это. Столько случаев было, да, мы знаем, что вот делали там сыворотку, что люди, кто этим гепатитом заболевал, все. Вот. Они нам вот это предлагали, но мы не согласились. Потом мы вот это лекарство стали покупать. Все лекарства мы покупали сами. Нас 1 раз положили в Карабалу. Там нас прокапали, все лекарства 10 дней. Единственное, чем нам Минздрав помог, мы не платили за койку. Вплоть шприцы, вату, спирт, вот это даже мелочевку, мы все покупали сами.
Они предлагали лекарства, но даже врач сама говорила, у нас есть, они дешевле намного, но они неэффективные. Поэтому нам пришлось самим покупать. Все это понятно. Да. Вот, Вера Павловна, вот вы знаете, что по ошибке врачей вот так долго лечилась она и неправильный диагноз ставили. А имеете ли право в суд обратиться? Потому что, вот почему вы не обратились? Почему не обратилась? Мы с одним юристом я разговаривала, вот. Он мне сказал так, что, знаете, Нуравзу отдельное государство, оно не относится к Минздраву, и вы не сможете их выиграть, потому что, говорит, в моей практике было столько случаев, и случаи смерти были, и все равно Нуравзу никогда не проигрывала. Поэтому... Вы думали, что вот не добьетесь ничего, да? Да, а сами поймите, мы писали нашему президенту, мы УЗОДе писали, потом вот Рустам заступил на пост, да, мы к Рустаму обратились. Рустам это все опять переправил в Минздрав. В Минздрав пришли, нам сказали, вот нам на полгода надо было 108 флаконов. Из 108 флаконов они сказали, мы вам можем помочь, только 2 флакона купить. 178 сам. Остальные 107 самонов, 107 флаконов по 840. У нас... Сейчас вы капаете этот флакон? Ну, мы капаем, потом ей становится плохо, мы опять это самое капаем, да. Когда становится плохо, да? А так постоянно по ей, знаете, ей такое лечение нужно, поддерживающее. И в данный момент нам ее нужно везти в Москву. Вот ее болезнь, это какое-то вещество, аквапарин называется, он в организме. Как нам объясняли врачи, вот это аквапарин нужно проверить, взять у нее анализы. А у нас в Таджикистане этого не делают, только делают вот в Москве. И вот поэтому... Сабрине сколько лет сейчас? А? Сколько лет ей сейчас? Ей 12. Такая неспокойная вот сон у нее сейчас, я смотрю. И сайты мы обращались. Мы в фонды обращались, фонд «Луна», еще какой-то фонд Тахмина. Вот. Она нам ответила, что мы помогаем только больным, сердечным больным деткам. Другой фонд нам ответил, что мы помогаем только онкологическим больным. Но это хуже онкологии. Сколько вот Минздрав обратились, Минздрав сюда в поликлинику обращается. А поликлиника нам чем может помочь? Да. Вот, поэтому мы поехали в Москву, и там это... А как думаете, вот сейчас, если ее подвезти туда, в Москве, сколько денег нужно? Посчитайте, 3 билета нужно, правильно? Да. 3 билета. С ней ездит всегда старшая сестра, потому что девочка. Отец обязательно в квартире, билеты. А там, не знаю, если вот сами подумайте, анализы какие. Плюс вот лечение. У меня есть карточка, даже врач там, это Эльвира. Как Сабрина ее? Эльвира Юрьевна. Она вот это расписала все. Вот для 1 месяц, 31 день пролежать, 232,5 тысячи. Это рублями российскими, сестренка, если. Савринка, как ты? Все нормально? Спасибо. Еще все вот так вот. Мы листовки по городу клеили, все фотографиям. Мы открыли международный счет, мы открыли наш в Аманат-банке таджикский счет. В Аманат-банке сколько там? Ну, хотя бы кто-нибудь. Даже один самон никто нам не помог. Нам единственное помогла ее школа, где она училась. Мы на эти деньги сделали 3 загранпаспорта сразу. Вот такая сумма, ну небольшие. И помогла нам один раз 700 самонов, 21-я школа.
Мои старшие внучки, подружка там училась, вот она. Да, и внучки старшая, она в этом славянском, когда на дневном училась, ее курс где-то 500 чем-то сама они вот забирали. Ну, вот это вот вся была помощь.